Море, солнце, пляжи и безудержное веселье. Примерно такой отдых ожидает ребят, которые приедут на лето в крымский лагерь «Пионер». На сегодняшний день в усиленном режиме ведутся работы по реконструкции объекта. Работы по реконструкции данного корпуса начали всего лишь 2 месяца назад. Рабочие уже успели закончить как внутренние работы, так и внешние. Сейчас, как говорится, наводят последние штрихи, проводят уборку и устанавливают мебель. Работы по фасадной части первого корпуса на данный момент провели работы, то есть стены почищены, загрунтованы, пораженные места в виде впадин полностью замазаны. В готовом виде здание будет выглядеть вот таким образом. Наносится фактурная декоративная шпаклевка. Спальный корпус практически уже готов. За один заезд лагерь сможет вместить 190 детей. Номера предусмотрены разные, большие и маленькие. В каждой комнате сделан капитальный ремонт. Завезена новая мебель, установлены кондиционеры, полностью обновлены и ванные комнаты. Этот номер большой, это комплектация под 4 человек. Здесь у нас 4 кровати, 3 в том номере и 1 в этом. 4 тумбочки у нас находятся здесь. Да, подклеенные обои. Лагерь «Пионер» расположен на огромной территории одного из самых живописных уголков нашей страны – Крымского полуострова. На более 10 гектарах земли располагаются несколько спальных корпусов, открытый кинотеатр, большая столовая, библиотека и игровые площадки. Словом, здесь предусмотрено абсолютно все для приятного и полезного времяпрепровождения. Ну а раскинувшиеся буквально в 2 шагах Черное море и песчаный берег и вовсе не оставят никого равнодушным. Работы по благоустройству лагеря не прекращаются ни на минуту. Сегодня инвестор взялся за один спальный корпус, столовую и двор. Рабочие даже вспоминать не хотят, в каком состоянии находился этот курорт, когда они только приступили к работе. Ведь в заброшенном состоянии он простоял почти 6 лет. Здесь была пустошь, развалины, все корпуса были обшарпаны, обвалены везде. Не было ни воды, ни света. Сегодня уже здесь осталось некоторые недоделки устранить, и этот корпус можно полностью считать сданным. Все работы уже завершаются. За такой короткий срок здесь выполнили огромный фронт работ. Пришлось заново прокладывать все коммуникации. Сегодня в лагерь будто вдохнули вторую жизнь. Водопровод наладить, отопление полностью восстановить, сантехник, сантехник запустить, каждую комнату запустить, канализацию наладили, сантехника все есть. Все работает. Если взять дворовую территорию, то раньше невозможно было ни пройти, ни проехать. Рабочей группе пришлось очищать территорию, срубая весь разросшийся лес и днем, и ночью. Вот отсюда вот везде были сплошные заросли. Вот когда мы проходили, тут где-то лет 6, как местно говорят, здесь никого не было. Запустение было полностью. Мы начали с того, что начали делать проезды и приводить в порядок вот эту вот чашебу. Столько деревьев здесь косили, ребята работали 5 часов утра, начинали работать. И до темна работали. Были первое время и дожди были, даже под дождем работали. После открытия молодежный лагерь «Пионер» планируется сделать круглогодичным. Чтобы дети не пропускали образовательный процесс, здесь будет предусмотрен педагогический состав. На сегодняшний день уже подготовлен регламент воспитательно-оздоровительного процесса, разработана программа отдыха и образования. Будут проводиться различные кружки по разным направлениям. Одним словом, занятия по душе здесь найдет каждый. Нужно подготовить к работе пляж, для того, чтобы дети могли купаться и быть в безопасности. Подготовить столовую очень важно, для того, чтобы дети могли получать полноценное питание с фруктами и 4-разовое как минимум. В дальнейшем готовим кружки всевозможные для того, чтобы могли развиваться и получать какие-то знания круглый год. Обязательно круглый год. Нужна будет школа для того, чтобы образовательная база
присутствовала в лагере. Местные жители помнят те времена, когда сюда приезжали на отдых со всех уголков страны. С удовольствием проводили лето здесь и местные дети. Новость о восстановлении санатория приняли на ура, ведь это будет способствовать развитию туризма и привлечению туристов в регион. Дай Бог, чтобы он работал не только одним летом, а только круглый год. Потому что помимо, как говорится, одного лета, когда, конечно же, есть более понятно, преимущество в этом больше, есть еще зима. И зимой у нас влажность, хороший воздух, хороший климат вообще прекрасный, я считаю. Напомню, что соглашение о передаче нашей республики детского лагеря подписано в прошлом году на инвестиционном форуме в Сочи главой Ингушетии и Крыма Юнузбеком Евкуровым и Сергеем Аксеновым. Индира Манкиева, Новости 24.